Доброе утро, Республика! Вы его встречаете вместе с нами, с телеканалом НВК Саха, программой «Новый день». Ну а в студии дежурный этой недели Иван Луцкан. Всю эту неделю буду вместе с вами я. Моя напарница Катерина Винокурова находится в краткосрочном отпуске. Поэтому всем хорошего начала рабочей недели и отличного настроения. По сложившейся традиции поговорим о тех датах, которые связывают 16 марта. Сотрудники, ветераны внутренних дел России, те, кто по долгу службы ведут борьбу с экономической преступностью, именно сегодня, 16 марта, отвечают свой профессиональный праздник. Это День подразделения экономической безопасности органов внутренних дел. Предшественником этой службы был знаменитый отдел по борьбе с хищением социалистической собственности и спекуляции, ОБХСС, назывался ранее. Исторический факт. 16 марта 1831 года в Париже вышел в свет первый роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Кстати, в этом произведении автор воскресил бурную жизнь Франции 15 века. События романа развиваются в столице, в Париже, на фоне как раз-таки Нотр-Дам-де-Пари. Работал над своим романом Гюго с июля 1830 по январь 1831 года с перерывом в несколько месяцев. И этот перерыв совпал как раз с разразившейся в Париже революцией. А вот еще один факт из истории, который связан с Мартеновской печью. 16 марта 1870 года на Нижегородском Сормовском заводе была пущена первая в России мартеновская печь. Это печь для переработки предельного чугуна и лома в сталь нужного химического состава и качества. До сих пор мартеновская печь — это такое, скажем так, крылатое выражение, которое используется очень часто среди людей. Также в 2014 году состоялся общекрымский референдум, по итогам которого Крым вошел в состав России. Ну и личная дата, так как никого нет, поздравить меня лично. В общем, сегодня у меня день рождения. Первый раз за 13 лет, сколько я работаю на НВК Саха, веду прямой эфир в свой праздник. Вот такая замечательная новость. Теперь давайте поговорим о погоде, какая она будет сегодня по республике. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха была минус 14, минус 22 градуса. Днем минус 5, минус 13. В Заречье минус 8, минус 17 утром, а днем минус 1, минус 2 градуса. На юге республики минус 8, минус 17 было утром, днем минус 1, минус 2 градуса. В Вилюйских Улусах утром минус 3, минус 7, днем плюс 2, плюс 1. В Нижнеленских минус 14, минус 17, днем минус 13 градусов. На западе республики минус 1, минус 7 было утром, днем столбик термометра покажет положительную температуру плюс 1, плюс 3 градуса. В Колымо-Дигирских Улусах минус 23, минус 35, днем минус 13, минус 26. В Янских Улусах минус 22, минус 26, днем минус 11, минус 21. На северо-западе минус 4, минус 14, днем минус 8, минус 13. В Якутске пока далеко, видимо, до положительных отметок, потому что в 6 часов утра температура воздуха была минус 25 градусов. Атмосферное давление составило 746 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть сегодня в течение дня со скоростью 2,7 метров в секунду, а направление северо-восточное. Днем ожидается минус 8, минус 10 градусов. Не замерзайте, одевайтесь, хотя сегодня перепады в течение дня, по крайней мере, в столице республики ожидаются достаточно серьезные, с минус 25 до минус 8. Но не расслабляйтесь, потому что это самая опасная погода для того, чтобы подхватить острую респираторную вирусную инфекцию. Поэтому берегите свое здоровье, ну а мы продолжаем. Телефон в нашей студии 8 914 279 22 62.
По нему вы можете отправлять свои поздравления, WhatsApp сообщения, о которых я постараюсь зачитать в прямом эфире. А давайте поговорим теперь о том, что на слуху, если не говорить о Конституции, не говорить о том, что кто у нас едет на Евровидении и о коронавирусе, поговорим о курсе доллара. Что это повлечет за собой, то есть падение курса рубля. Эксперты рассказали, какие товары могут подорожать на фоне распространяющейся и эпидемии коронавируса, и падения курса рубля из-за обвала цен на нефть. Вот такая инфографика от Федерального агентства новостей. Как рассказали аналитики «Известиям», из-за ослабления рубля в России подорожают все импортные товары. Рост цен прогнозируется в диапазоне от 10 до 35%. При этом, заметнее всего, может увеличиться стоимость детских товаров, одежды и обуви. При условии, что текущий курс рубля сохранится, рост цен на перечисленные товары ожидается примерно на треть. Примерно на 20% подорожает бытовая техника и электроника. На 10-15% могут подорожать лекарства. Примерно настолько же ожидается рост цен на рынке жилья. Что касается автомобилей, то они могут вырасти в цене на 6-10%. Ну, кажется, у кого есть что тратить, тот может сейчас это эффективно вложить. Ну, а если денег нет на что тратить, ну, соответственно, просто будем жить дальше. Поговорим еще о деньгах, о материнском капитале, который с этого года можно получить и на первого ребенка. И об этом мы поговорим с гостем нашей студии. Это Матрена Викторовна Анимпадистова, начальник отдела по работе с обращениями граждан застрахованных лиц, организации страхователей, отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия. Доброе утро. С добрым утром. Вы у нас постоянный гость, который рассказывает об интересных новостях, которые происходят в области социальной защиты населения. И вот с 1 января 2020 года появилась возможность получить материнский капитал на первого ребенка. Вот сегодня вы подготовились просто так основательно, прям перечень вопросов. Давайте по ним пройдемся. Если мама родила первого ребенка в апреле 2020 года, вот предстоит, получит ли она право на материнский семейный капитал и в какой сумме? И поздравляю вас с днем рождения, Спасибо. Иван. Ну, какие у нас изменения? Два размера материнского семейного капитала. Вот в этом случае женщина, родившая после 1 января 2020 года, получит на первого ребенка 416 617 рублей. Это вот сейчас уже индексированная сумма, правильно я так понимаю? Да. Следующий вопрос. Женщина родила двоих детей до принятия закона о материнском семейном капитале. Ну, например, в 2003 и в 2006 годах. В январе 2020 года у нее рождается третий ребенок. Полагается ли какой-либо материнский капитал? Если полагается, то какой тогда будет его размер? Программа у нас работает с 2007 года. И продлена работа этой программы до 2026 года. То есть она будет работать 19 лет. Женщина, родившая до программы, до начала программы, и потом в этом году она родит нового ребенка, третьего, а закон у нас говорит на вторых и последующих детей, то есть женщина будет иметь право на материнский семейный капитал в размере 616 617 рублей. А если, допустим, ситуация, что родила в 2003, да, но второго там в 2007 и получила мат-капитал, тогда у нее какие-то будут изменения? В этом случае у нее размер не меняется, так как право, хочется отметить о том, что право на материнский семейный капитал у нас возникает при рождении ребенка. То есть, если женщина даже родила вот до 2020 года двоих детей, при этом она не обращалась в территориальный орган, и когда она обратится после 1 января, ну, в этом году, 2020, у нее размер все равно будет прежний – 466 тысяч. Так как право у нас только на момент рождения детей, но не на момент обращения. Вот еще один вопрос, да, конкретный пример. У мамы был один ребенок, он рожден в 2012 году. Она рожает второго ребенка уже в этом году, ну, к примеру, в мае. Положен ли ей тогда тоже материнский капитал? Ей положен материнский семейный капитал, и размер будет в 616 тысяч, так как программа, то есть закон у нас изменился и имеет силу с 1 января 2020 года.
Ну, у нас бывают и иногда радостные события, когда рождаются, к примеру, двойняшки или тройняшки. Вот, к примеру, там в 2016-м у женщины родились двойняшки, но они за мат-капиталом не обращались. И вот сейчас у них в 2020 году, допустим, будет пополнение. Как в этом случае тогда будет Ну, распределяться? очередность детей у нас рассчитывается на вот двойняшки, тройняшки, первый, второй, третий, да. В 2016 году, если женщина родила двоих детей, то ей полагается сумма 466 тысяч. То есть ей бы, если бы она родила третьего ребенка в 2020 году, тогда, если бы она это право не приобрела до 2020 года, то размер был бы повышенный. То есть надо понимать, что если, допустим, человек не обращался за мат-капитал, у него всегда право есть обратиться Да, за ним и да. получить, и уже размер будет, соответственно, исходя из тех правил, которые действовали до 1 января 2020 года. Абсолютно. Значит, еще одна ситуация. Мама родила первого ребенка в декабре 2019 года. Будет ли ей предоставлено право на мат-капитал? Вот этот вопрос очень всех волнует. Послание президента Путина прозвучало оно в декабре месяце, и все население думает, что родившие дети в декабре месяце будут иметь это право. Но, к сожалению, у нас закон, так как я вот сказала, что закон у нас имеет силу с 1 января 2020 года. То есть на первого ребенка, который родился в декабре месяца, если даже 31 декабря, то права они не будут иметь. Только если родится второй ребенок. И сумма будет 616, в дальнейшем. Вот еще одна ситуация. Женщина получила сертификат на материнский капитал в 2009 году в связи с рождением второго ребенка. Получит ли она доплату в размере 150 тысяч рублей? Нет. То есть тут Доплаты доплат никакой никаких нет. Да. Если у женщины 4 ребенка, у нас тоже в Якутии это не исключение, сертификат они получали в 2010 году, положено ли ей увеличение размера мат-капитала? Нет, так как сертификат, который получили они уже до 2020 года, у них размер не меняется, доплату они не получают, положена только индексация, которая у нас происходит ежегодная. Если не воспользовались, да? Если они не воспользовались. Если они воспользовались, при этом был остаток суммы, тогда на этот остаток тоже идет индексация. Мгм. Только на сам остаток. На сам остаток. Вот в январе 2020 года женщина рожает трое. Сколько тогда сумма мат-капитала? 616. А если двоих детей 2012-2015 года, но при этом не обращалась в органы за получением мат-капитала? И вот она обратится в апреле, допустим. Повторюсь, не зависит от права у нас возникает в связи с рождением, то есть она не зависит от даты обращения. Право мы рассматриваем, например, государственная услуга по назначению пенсии, да, мы всегда право определяем на дату обращения. А вот за государственной услугой материнский семейный капитал, когда человек обращается, то право определяется по дате рождения детей. А вот иногда возникают такие ситуации, которые связаны с усыновлением детей. К примеру, семья решила себе усыновить ребенка, для них он первый, допустим, и они его взяли на усыновление вот в этом году. Есть ли какая-то возможность получить мат-капитал или это не распространяется? По закону, по семейному кодексу, усыновленные дети наравне с рожденными детьми, со своими родными детьми, имеют все право на все льготы. То есть материнский семейный капитал они получат. А вот, допустим, если у семьи было один ребенок уже, ну, они за мат-капиталом, естественно, не обращались, потому что не было такого порядка. А в этом году они усыновляют второго. Тогда сумма какая будет? 400 или 600? 616. То есть... В этом году, если усыновят, то это будет 616. Угу. Так, а вот, допустим, если мужчина усыновил свою малолетнюю сестру после смерти матери, тут какие-то распространяются на мужчину? Если мужчина усыновил свою единственную сестру, то мужчина тоже имеет право на материнский семейный капитал, так как он является единственным родителем,
и ему положен материнский семейный капитал в размере 466 тысяч рублей. А если немного другая ситуация, ну, скажем, такая трагическая, да, что отец, мать, значит, ну, все у них было нормально, но мать, к примеру, погибает, и остается один отец с детьми. Имеет ли право отец подать заявление, если мать до этого не подавала? И если она подавала, то как воспользоваться? Если единственный родитель мужчина, и при этом они право, то есть женщина не успела подать это заявление, то единственный родитель, да, может подать это заявление и получить материнский семейный капитал. Он не называется таким семейным, да? И в том случае, когда они уже имели этот сертификат, и при этом единственный родитель, он тоже может распорядиться вот этим материнским семейным капиталом. В этом случае ему нужно будет предоставить документы, что он единственный родитель. А деньги, материнский семейный капитал, они же идут на распоряжение, чтобы детей, ну вот на детей оно уходит. Это не деньги, скажем, мамочки или папочки. Это только вот на образование детей, на реабилитацию, на улучшение жилищных условий, ну, чтобы дети у нас росли. Вот сейчас порядок немного изменился. Почитал новости, материнский капитал можно оформить проактивно. Вот что это означает, проактивно, и что для этого необходимо? Ну, государственные услуги у нас оказываются, и сейчас вот пришло такое время, что его можно оказать уже в проактивном режиме. Что это такое? Это, если по-простому разъяснить, то материнский семейный капитал можно получить без написания заявления, без посещения территориального органа. Вот последние 5 лет в пенсионном фонде хранятся все данные, да? Для того, чтобы получить эту услугу в проактивном режиме для мамочки или для отца единственного, если он, да, обязательно должен быть личный кабинет. То есть все данные все-таки должны быть заполнены. Это исходные данные всегда идут от родителей. Это на сайте госуслуг? Это на сайте госуслуг. Поэтому вот женщинам, которые собираются стать мамами, да, вот в ожидании чуда находятся, им нужно вот до рождения детей открыть свой личный кабинет и максимально полно заполнить профиль в личном кабинете. Все данные свои. Спасибо большое, Матрена Викторовна, что подошли к нам в студию. Предельно ясно и доступно все рассказали. Но если вдруг у кого-то остались еще вопросы, связанные с назначением материнского капитала, то обращайтесь в отделение Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия или на официальном сайте подавайте свои обращения. Ну а теперь материнский капитал можно оформить проактивно. То есть главное на госуслугах заполнить все строки, связанные с рождением своего ребенка, и, соответственно, подать заявление. Еще раз спасибо, удачи. А мы продолжаем. В этом году ИСЭХ Аланхо 2020 соберет всех своих зрителей в Алекминском Улусе. Специальная долина была выбрана, отличное место, там есть небольшое озеро. Это поистине прекрасное место для проведения национального праздника. Естественно, идет активно подготовка к проведению ИСЭХа Аланхо. Также готовится к нему и в Абагинском наследии. Как это происходит в нашем следующем сюжете. Третий год Ия учится в школе, и третий год она постигает творческие основы якутской культуры. Мы с 1 класса учимся петь и танцевать, и мы участвуем в разных конкурсах. А что тебе больше всего нравится? Мне больше нравится петь. Важно, что ребятишки сейчас знакомятся с культурой и традициями. Первые народные инструменты делали сами. Постепенно начали изучать хамус. О, молодец, Вова. Муси, вот мы только начали вот в этом доме, кондакторский дом, Елена Петровна приходила, учила. А так на инструментах мы уже в 3-й год играем. До этого на блокфлейте играли, а сейчас вот хамусом увлекаемся. Ну, я смотрю, у вас очень много инструментов музыкальных. Как давно вот расширили так? Эти инструменты с прошлого года. Мы сами с детьми все вместе в классе. Все сами смастерили. То есть это руками детей? С руками вместе с детьми. В селе Абага всегда уважали традиции саха. Среди них
Пение, игра на хамусе, мастерство, благодаря которому украшали не только будни, но и большие праздники. Финский наследник очень активно участвует по подготовке к Сыху Аланхо. У нас сейчас занимаются 3 творческих коллектива. Это по народному пению, асохаю, детей готовим в чабархах, по музыкальным инструментам якутским занимаемся. Ada tengah semangat tengah marugan na emsi sana gaella urunaka standarda mane mara matmut o jamahina manasta الجنرجة البخبت التاختلا. Албог. Без него сложно представить себе настоящее празднование. По традиции он необходим каждому гостю. Это знак уважения и почтения. Именно такие яркие албоги должны раскинуться по зеленому полю для зрителей. В 2019 году выиграли грант. И на это 100 тысяч на эту сумму купили 3 машины швейных, и материалы, и фурнитуры, всякие там пуговицы, тесьма. И вот шили 150 албохов сидушек на усых. Теперь для ветеранов тыла тоже должны шить албохов сидушек. Помимо этого мы вот конскими волосами тоже занимаемся. К Исеху здесь готовятся серьезно. Сельчанам предстоит не только участвовать в празднике, но и встречать своих гостей. Абагинский наследник встречает у нас Верхоянский район и Горный район. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. А мы продолжаем наш эфир. Хочу поблагодарить телезрителей, которые поздравили меня с днем рождения. Очень приятно, очень теплые слова слышать в свой адрес. Огромное спасибо от всей души. Мы продолжаем наш эфир, и у нас в студии гость, это Гаврил Федоров, IT-директор Саха Медиа, и поговорим мы о том мобильном приложении, которое буквально недавно было запущено для чтения, скажем так, наших основных республиканских газет и в целом о развитии IT-индустрии непосредственно в печатном издательстве. Доброе утро, Гаврил. Доброе утро. Ну, первый же вопрос, вот что это за мобильное приложение? Еще и с каким-то определенным эффектом. Мы создали новое мобильное приложение с дополненной реальностью. Это мобильное приложение создает новые эффекты, дополнительный контент придает для газет. К примеру, мы в видео не можем смотреть в газете, а через мобильное приложение газета у нас оживает и выходит новый дополнительный контент. Вот как она работает, если вот на примере можем показать? Да, на примере И как оно называется? Мобильное приложение у нас называется AR News. Назвали то, что мобильное приложение было связано с новостями. AR это переводится как бы дополненная реальность. Ага. И думали очень долго над названием. Думали, как же его назвать. Но в конце пришла идея, то, что связано с новостями должно быть мобильное приложение, поэтому назвали AR News. Банально, просто, но звучит хорошо. Это приложение, оно и для iOS, и для Android можно скачать? Да, можно скачать и для Android, и также для айфонов. Работает и с планшетами, и с телефонами. Абсолютно бесплатно, естественно? Да, бесплатное скачивание. Контент, к сожалению, работает только с газетой. Давайте покажу пример работы. Вот надо купить газету, к примеру, там Якутия или Саха-Сире. Да? Ну, вот на какой сегодня? Давайте Саха-Сире. Вот, давайте попробуем, да? Вот. Когда наводим... Так, вот как раз прошел концерт Чолбона. Вот новости я прочитал вчера. И газета у нас оживает. Во. И музыка, и видео идет. Можно газету двигать, тогда с ним же идет и видео. Ой, что? Сбилось. Криво дернули. Так. А допустим, вот в Якутию попробуем. Вон девушку Якутия, очаровательную, там с цветами. Там поздравляли и рассказывали. Вот сейчас девушка оживет или цветы распустятся? Цветы распустятся. Можно приближать на любую дистанцию. Цветы для любимых.
Здесь витают цветочные ароматы. В ассортименте флористического центра «Якутцветторг» пионовидные садовые розы из Колумбии, розы разных Интересно. сортов, пинкфлойд, Вот и получается, это только центральную можно страницу или еще какие-то страницы Нет, посмотреть? внутри тоже есть, но внутри мы только начинаем работать. На черно-белом тоже показывает. И хорошо, там тоже ловит метку. С помощью этой метку мы называем новый вид QR-кода. QR-код, мы знаем то, что это пиксельные точки, а сейчас мы преобразовываем их в картинки. И с помощью картинок мы оживляем новое видео. А как вообще вот пришла идея такая в голову оживить газету? Летом, когда я пришел работать с генеральным директором Алексеем Сергеевичем Чурковым, сидели и думали. Он мне говорил, как бы оживить газеты. Хочу такую газету, как газеты Гарри Поттера. Ага. И такой подумал. Раньше я разрабатывал тоже мобильное приложение, но не в сфере СМИ, а просто для развлечения делали тоже контенты такие с дополненной реальностью. И тогда я подумал, а давайте сделаем так, что оживим наши газеты с помощью дополненной реальности, создадим мобильное приложение, и будет оно все работать. Примеры ему показал, ему очень идея понравилась, и после мы начали разработку. Это уже получается в сентябре месяце, к январю мы уже его запустили. А вот вообще как шла работа над приложением? Вот получается ушло где-то месяца 4 его на подготовку, а вот в чем связь, вот как оно производится приложение? Мне всегда было это интересно. Ну, производится она всегда по-разному. Есть многие программисты, которые пишут на разных языках программирования. А мы со своей командой использовали движок Unity. На нем мы разработали данное приложение. В основном разрабатывали его около месяца. А самое сложное было для нас это наполнение базы данных. Потому что новости выходят каждую неделю, а наполнять и обновлять мобильное приложение это было бы очень неудобно и сложно. Поэтому мы сделали так, чтобы с базы данных он читался сразу. Сегодня выходит какая-то новость, и за 5 секунд я могу эти новости уже закрепить под мобильное приложение. И он будет тоже так же открывать сразу. Ну, с этим мы маялись около 4 месяцев, но получилось, разработали. То есть это приложение уникальное? Уникальное мобильное Подобных приложение. в России есть похожие? В России похожие есть, но они не в части СМИ. Они по фотографиям, чтобы оживить и так далее. А так, дополненная реальность самого вышла в 2016 году, поэтому люди и пользуются, некоторые разработчики. А вообще вот перспективы развития этого приложения какие? Мы сейчас работаем со своими газетами, это газета «Якутия» и газета «Саха-Сера». В дальнейшем наши планы не только в наших газетах видеть дополненную реальность, а и уже и в других, такие как «Эхо столицы», «Якутск вечерний», ну и другие газеты, журналы печатовские, книги, любые издания, чтобы оживлять. То есть, получается, это симбиоз печатных СМИ и электронных СМИ. Получается, мы продлеваем жизнь и печатных СМИ, и получается, превращаем их и цифровизируя, Да, цифровизируем их. Осовремениваем. Да. На данный момент показали только видео, как показывает, но есть еще другие функции. Это перейти на сайт сразу же, позвонить на номер телефона, можно дополненную реальность сделать в виде объемных объектов. Спасибо большое, Гаврил, что подошел к нам в студию. Хочется пожелать новых идей, новых проектов, и чтобы действительно наше приложение развивалось и создавало интересный контент для наших читателей. Спасибо. Спасибо. Сейчас прервемся на короткую паузу и далее продолжим эфир.
Доброе утро. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Новый день» на канале НВК Саха. Мы работаем для вас в прямом эфире. Телефон нашей студии 8 914 279 22 62. Это для ваших WhatsApp-сообщений с поздравлениями, с какими-то новостями или событиями из вашей жизни, которыми вы хотели поделиться с нашими зрителями. По возможности я зачитываю, ну а пока тут сообщения, касаемые моего личного праздника. Еще раз спасибо, что поздравляете. Сейчас мы переходим к новостям. Слово информационной службе нашего канала. Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно. Такую меру предлагают ввести для профилактики коронавируса, начиная с сегодня. В сообщении уточняется, что руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий. Помимо этого, вузам поручено сохранить образовательные программы в полном объеме и предусмотреть возможность предоставления индивидуальных каникул для обучающихся, в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану или в режиме онлайн. Между тем, Управление Роспотребнадзора по Якутии рекомендовало руководителям мест массового скопления людей усилить дезинфекционный режим. Речь идет о дезинфекции общественного транспорта, спортивных и культурно-массовых объектов, гостиниц, торговых центров, организаций общественного питания, образовательных и социальных учреждений, здравоохранения и объектов ЖКХ. Отмечается, что на объектах должен находиться неснижаемый запас дезинфицирующих средств, запас одноразовых масок, а также дезинфицирующих салфеток и антисептиков для обработки рук. А Минздрав Якутии запустил горячую линию для профилактики коронавируса. Жители республики, которые вернулись из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, могут обратиться по телефону горячей линии, чтобы передать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактную информацию. Контакты передадут участковой службе медучреждения по месту жительства, чтобы организовать медицинское наблюдение. Телефон горячей линии сейчас на ваших экранах. Региональный этап всероссийского конкурса научно-технологического проекта «Большие вызовы» завершился накануне в Якутии. Основная цель конкурса – вовлечение старшеклассников в исследования и проектирование в прорывных областях. Всего было подано более 100 заявок, из них на региональный этап прошли 70 ребят. Все они дорабатывали свои проекты с экспертами, куда вошли ведущие ученые и специалисты. Среди направлений – энергетика, космические технологии, беспилотный транспорт, нанотехнологии и другие. Победители и призеры, прошедшие все этапы отбора, будут приглашены для участия в летней проектной смене «Большие вызовы» в образовательный центр «Сириус» в Сочи. Партнерами финального этапа конкурса станут Роснано, Мечел, Роскосмос, Лукойл и другие крупные компании. Наши ребята поедут участвовать вместе с отобранными детьми из других районов, из других регионов России, для того, чтобы работать над актуальными задачами в рамках проектов, которые будут в Сочи. Надо сказать, что мы уже 3-й год участвуем. Позапрошлом году у нас участвовало 14 детей, 5 из которых были признаны победителями на российском уровне. В прошлом году у нас участвовало 9 детей, все были признаны победителями. Ну и надеемся на успешное участие наших детей в этом году. Также в Якутии внедрят единую систему, где учащиеся старших классов смогут пройти профориентацию. Об этом журналистам сообщил председатель правительства региона на закрытии регионального этапа конкурса. Республика уделяет большое внимание развитию талантливых и одаренных детей. В данную систему войдут уже имеющиеся центры по развитию детей, такие как Малая академия наук и лагерь «Сосновый Бор». Большое значение имеет работа с детьми, заинтересованными, одаренными в сфере науки и техники, в техническом творчестве, потому что именно на этом этапе закладывается фундамент для дальнейшего развития инженерных разработок в республике. И сейчас разрабатываем целую систему, которая позволит им совершенствоваться в выбранной ими сфере. Для этого мы создаем единую систему, которая позволит через
через онлайн-платформу проходить и профориентацию проходить, то есть детям делать некоторый выбор той или иной сферы профессиональной деятельности и проходить диагностику, в том числе психологические склонности и готовность по тем или иным предметным областям, и составлять для себя индивидуальную траекторию развития. Вера в Нику под таким названием в подмосковном Троицке прошел благотворительный концерт с участием финалистов телепроекта «Голос дети» и других молодых артистов. Все они пришли поддержать нашу маленькую землячку Веронику Вострякову. Уже год она борется со сложным типом лейкоза. До проблем со здоровьем она активно занималась спортом, выигрывала соревнования по плаванию. В нашей стране Веронике помочь не могут. Такие заболевания успешно лечат в Китае, США, некоторых европейских странах. Чтобы спасти 11-летнюю девочку, нужно 5 миллионов рублей. Благотворительный концерт в Троицке организовала тоже якутянка Наталья Кузакова, мама Валеры, участника проекта «Голос дети». Если вы хотите помочь девочке, то переводите средства на указанные на ваших экранах реквизиты. И сейчас я планирую получить самую важную медаль, которая означает победу над моей болезнью. Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Спасибо информационной службе нашего канала. И поговорим мы сейчас тоже о нашем канале, но об интернет-вещании, потому что это сейчас самая перспективная область в плане развития средств массовой информации. Поговорим это с гостью нашей студии. Это Виктория Сунхавонг, она является начальником службы интернет-вещания нашего канала. Доброе утро, Виктория. Здравствуйте. Да, ну первый же вопрос. Вообще в чем основная задача службы интернет-вещания? Наша задача представить нашу компанию в интернете, в социальных сетях и также выпуск своих собственных проектов. На сегодняшний день у нас есть 3 YouTube-канала, соответственно, по сайтам НВК Саха, nvkonline.ru, yakutia24.ru и детский YouTube-канал Чохон. Также мы занимаемся производством своих подкастов. Прослушать их можно абсолютно на любых платформах, на любой площадке, где вам удобно. Это и Apple Music, и Яндекс, и ВКонтакте. А сколько вообще людей трудится для того, чтобы создать этот контент? На сегодняшний день в службе интернет-вещания трудится 20 человек. Это 4 новостных корреспондента, которые занимаются непосредственно новостной лентой сайта як24.ру. 3 редактора на якутском языке, которые занимаются новостной повесткой на сайте nvkonline.ru. Также у нас есть редактор авторских проектов, который занимается именно нашими спецпроектами. Ответственный редактор, который следит за корректностью выхода новостей. 3 ютубера, которые заливают наш YouTube-контент как раз-таки на наши каналы, производят свои короткие видеоролики для соцсетей. И, как я говорила, детский YouTube-канал Чохон. А вот в чем принципиальное отличие между, к примеру, цифровым вещанием, когда мы смотрим по телевизору, от вещания в интернете? Ну, во-первых, это, конечно, неограниченный хронометраж. То есть, в принципе, можно снять передачу любой продолжительности. Также это технические возможности. Допустим, у нас был проект «Ленский мост. Дополненная реальность», где у нас прямо в студии вырастал мост через Лену. Там даже летали птички. Ну, в общем, такая очень подробная вещь, подробный ролик получился, очень хороший, интересный. А в прямом эфире, допустим, в телевидении, этот мост, наверное, он не совсем получился, полагаю, пока технически не совсем. А в интернете, видите, у нас больше возможностей и в плане технических, и по времени, и по тематике, более такая свобода, скажем, действия. А с какими трудностями порой приходится сталкиваться, когда начинаешь вещать в интернете? Ну, тут, конечно, поиск темы, которая зайдет людям, как все это преподать интересно, потому что, в принципе, сейчас информационное поле довольно пресыщено, и люди разбираются в информации, они видят, и нужно стараться делать качественную картинку, качественные материалы, которые будут интересны. Причем тут идет борьба за внимание зрителя, то есть нужно захватить его в первые несколько секунд, чтобы он не переключился, не перемотал. То есть наша задача — это удержать человека, и мы прилагаем просто массу усилий для этого.
Вот как раз мы заранее уже открыли наш сайт. Давайте подробнее теперь. Да, вот это основная страница НВК Саха. Я так понимаю, что здесь вот как раз-таки в разделе «Прямой эфир», да, можно, допустим, посмотреть прямой эфир нашей компании. Нас увидеть, например. Увидеть нас. Также у нас есть вкладка «Сериалы». Прямой эфир. Да, вот сейчас попробуем. Да, кроме этого... Да, вот и показывают Викторию, да, она о чем-то говорит, очень интересно. Есть вкладка, давайте обратно вернемся на НВК онлайн. Так, у нас есть вкладка «Сериалы», где зрители могут посмотреть сериалы, которые производятся нашей компанией. Там оформляется подписка, буквально за такую символическую сумму, и, в общем-то, там представлены все вещи, которые мы снимаем. И даже есть старые сериалы. Наверное, людям будет интересно. А в будущем у нас планируется расширение. Я не буду говорить, какое, но следите за нашими соцсетями, следите за нашим сайтом. Вас ждет масса сюрпризов интересного. Вот, какие еще у нас, да? У нас, значит, есть наш... Сайт телеканала Якутия-24. Да, это больше у нас новостного характера сайт. То есть тут обновляется повестка на сегодняшний день, а также есть у нас вкладка «Прямой эфир», где тоже можно посмотреть эфир новостного канала нашего. Также вот есть вкладка «Новости в прямом эфире». И смотри, сейчас да, ну вот как раз сейчас прямой эфир, да, да, можно вот прямой запустить эфир. Якутия-24. Да, мы еще также представлены на площадках Яндекс, Пирс-ТВ, и, собственно, вот ссылка на Яндекс, она вот на баннере есть. Ну вот представлены мы и на YouTube-канале. Да, вот да, вот как нас найти? YouTube-канал нас найти очень просто. Нужно написать НВК Саха. Это канал нашего якутского блока. Он наиболее популярный. У него 72 тысячи подписчиков. Просмотры достигают порядка 1 миллиона в месяц. Самым популярным видео за месяц является передача Талбана с Лукиной Кардашевской. На сегодняшний день она собрала практически 170 тысяч просмотров. Вот. У нас есть разбивка по плейлистам, то есть, в принципе, можно зайти, посмотреть любимую свою передачу, если вы не успели посмотреть ее в эфире. Ну вот не можем не сказать, естественно, о нашей вкладке. Это «Утро НВК Саха», куда вы можете тоже зайти посмотреть все прямые эфиры нового дня. И есть вот Чохон, да? Это, я так понимаю, для детей. Да, это как раз-таки наш детский YouTube-канал Чохон. А Чохон существует всего 4 месяца, и за это время мы собрали порядка 10 тысяч подписчиков, ну 9,6, если быть точнее. Это канал, который больше носит информационно-образовательный такой характер. Мы учим детей якутскому языку. Этот канал полностью на якутском языке. На русском языке он не будет, потому что... Спасибо, Виктория. Сейчас мы прервемся на короткую паузу и далее продолжим. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что сегодня 16 марта, день недели, понедельник. Всем хочется пожелать отличной рабочей недели, такого же настроения, потому что все-таки весна наступает и постепенно становится теплее. Также поздравляем всех работников органов внутренних дел, которые связаны с обеспечением экономической безопасности, то есть конкретное подразделение ОБЭП с их профессиональным праздником. И мы продолжаем с прогнозом погоды на сегодняшний день. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах утром температура воздуха составила минус 14, минус 22 градуса. Днем минус 5, минус 13. В Заречье минус 8, минус 17 утром, днем минус 1, минус 2. На юге республики утром было минус 8, минус 17, днем минус 1, минус 2 градуса. В Вилюйской группе районов минус 3, минус 7 и первый плюс в Вилюйской группе плюс 2, плюс 1. В Нижнеленских улусах минус 14, минус 17 утром, днем минус 13 градусов. На западе республики минус 1, минус 7 утром, днем столбик термометра поднимется выше нуля и будет на отметке плюс 1, плюс 3 градуса.
видимо, капель, оттепель ожидает жителей запада республики. В Колыму-Дигирских улусах минус 23, минус 35, днем минус 13, минус 26. В Янских улусах утром минус 22, минус 26, днем минус 11, минус 21. На северо-западе республики минус 4, минус 14 было утром, а днем минус 8, минус 13 градусов. В Якутске в 6 утра температура воздуха составила минус 25 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный дует сегодня со скоростью 2,7 метров будет в секунду. Ну а днем потепление минус 8, минус 10 градусов. Отличная погода, думаю, по республике, так что весна действительно не за горами. Всероссийский конкурс «Доброволец России» — это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2020 году общий объем грантового фонда составит 90 миллионов рублей. Конкурс будет включать 14 основных и 2 специальные номинации. Конкурс «Доброволец России 2020» пройдет в 5 этапов. В рамках четвертьфинала с 13 по 1 июля во всех регионах России состоятся региональные этапы, победители которых могут принять участие в одной из полуфиналов окружных форумов добровольцев. Окружные форумы добровольцев пройдут с 20 июля по 15 октября в Ханты-Мансийске, Белгороде, Пятигорске, Благовещенске, Казани. Лучшие проекты участников по итогам полуфинала оценит федеральное жюри и участники народного голосования. Награждение победителей конкурса состоится с 3 по 5 декабря в рамках Международного форума добровольцев. Призеры получат гранты на реализацию своего проекта, а также образовательные гранты на обучение и повышение квалификации суммой 500 тысяч рублей. Прием заявок уже стартовал с 3 марта и продлится он до 30 апреля. Участие в конкурсе «Доброволец России» может принять любой желающий, если вам уже 8 лет и старше. Поэтому на сайте dobro.ru оставляйте свои заявки, регистрируйтесь. Мне вот лично известно, что в Якутии очень огромное количество добровольцев, они все активные. И есть возможность получить для реализации своего проекта финансовую поддержку. Это ведь классно. Двигаемся далее. Юбилей Победы. 75 лет и, безусловно, бессмертной памяти служу. И правда столь проста, вечно в силе, за то, что я сейчас живой хожу. Вы жизнями своими заплатили. Вклад наших земляков в победу над фашистской Германией, безусловно, неоценим. И в рубрике «Якутяне. Герои Советского Союза» мы сегодня расскажем об Иване Гавриловиче Шаманове. Иван Гаврилович Шаманов родился 25 сентября 1908 года в городе Смоленске, в семье рабочего. Окончил среднюю школу, в 1927 году призван в ряды Красной Армии и по комсомольской путевке направлен во вторую военную школу летчиков Красного воздушного флота в городе Борисоглебске. В 1933 году демобилизован, работал в системе гражданского воздушного флота, был летчиком транспортного самолета. Затем работал в Якутии в интересах Главного управления геодезии и картографии при Совете народных комиссаров СССР. Был летчиком-аэрофотосъемщиком. С началом Великой Отечественной войны Шаманов подал заявление в Якутский районный военкомат об отправке на фронт. После переучивания на бомбардировщик ДБ-3 весной 1942 года Шаманов наконец получил направление в фронтовую часть. Гвардии капитан Иван Шаманов совершил 129 боевых вылетов, потопил 4 вражеских транспорта. В воздушных боях сбил 8 самолетов противника. 22 января 1944 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени 4-жды, Отечественной войны 1 степени медалями. Умер 18 марта 1982 года. Знаете, кто такой Пигмалион?
Это греческий скульптор, который создал из слоновой кости прекрасную статую, в которую сам и влюбился. Вот все просто. Взял кость, отсек от нее лишнее и получил прекрасное творение. Он жил, кстати, на острове Кипр и был сыном Белла и Анхинои. Ну, это, конечно, все мифология, но, тем не менее, вот эта связь любви к скульптуре, она очень велика. Он ей делал различные подарки, одевал в дорогие одежды, а статуя продолжала оставаться жить статуей. И любовь, естественно, была безответной. Во время посвященного Афродите праздника Пигмалион обратился к богине с мольбой: «Дай же мне жену столь же прекрасную, как и выполненная им скульптура». Он попросил, он не просил, конечно, оживить это изваяние, а просил просто какой-то аналог. Но, тронутая такой любовью, Афродита оживила статую, которую стала потом впоследствии женой Пигмалиона. По такому же принципу, то есть вкладывая всю душу и любовь в свои произведения, делает скульптор Дмитрий Аяров. Он живет в Аймиконском Улусе, и наш следующий сюжет подробнее о нем расскажет. Вот такие прекрасные сувениры увидели мы у известного в Аймиконе костореза Дмитрия Аярова. Уроженец Сунтарского района долгое время живет в Уснере. О себе рассказывает немногословно. Это у меня талант с детства. Без не учился, самоучка. В школе на кружки ходил. Вот и передался мне. Учителя научили. Раньше по дереву, да, занимался. А тут на севере нету материала. Вот самый ходовой бивень мамонта. Дмитрий любит и понимает природу, поэтому фигурки вырезанных им зверей выглядят так реалистично. Занятие свое считает увлечением, занимается им в свободное от работы время, а работает плотником-строителем в артели. Все лето в тайге. Все, что сделает зимой, по заказу или для души, продается или дарится. Никак не накопится на персональную выставку. Мы попытались, глядя на кусок бивня, представить то, что бы увидел мастер. Увы, ничего не увидели, а он улыбнулся. Смотришь, крутишь, например. Вот эти обрезки берешь, какой вот размер, и вот сама получается фигура. А потом рисуешь, да? Ну вот эскиз, картину выбираюсь, и как эскиз смотрим. По ходу дела сама срисовывается фигура, вот, например. А вот если ты, например, делаешь два медведя, они одинаковые получаются? Нет, разные. Каждая фигура все разная. Жаль, что у мастера нет учеников. Неусидчивая нынче молодежь, да и инструмент недешев. Но жена увлечение Дмитрия поддерживает. Жена поддерживает, не мешается тоже, убирается. Молодец у меня жена. С отпуска перевозит инструменты. И все-таки верится, что однажды в центре поселка мы увидим рекламу о выставке мастера-костореза Дмитрия Аярова, которого вполне можно назвать Пигмалионом, ибо в переносном смысле это человек, влюбленный в свои творения. Вот богата земля Аланхо на таланты. И вот таким талантом является как раз Дмитрий Аяров. Хочется ему пожелать успехов и новых творений. Продолжаем. Вот как начинается утро у молодых людей? Ну, там встали, умылись, сходили куда надо, потом позавтракали, чуть-чуть так перечесались и пошли на работу. То ли дело девушки.
ну, пока там встать, потянуться, там, различные вот эти вещи, там, завтрак приготовить. Но самое главное, насколько уходит много времени, это, конечно же, макияж. Макияж, он остается своего рода искусством, безусловно, для каждой девушки, даже это если это, ну, каждодневная наша повседневная забота. Шедевр на лице в спешке сборов может и не получиться, но есть приемы, которые позволяют делать макияж красивее и качественнее, а также тратить на весь процесс гораздо меньше времени. Ну, я от этого далек, но тем не менее автор нашего следующего сюжета, видимо, в теме. Вот давайте теперь посмотрим. Доброе утро! И снова сегодня с вами Анжелина Монастырева. Сейчас мы раскроем супер лайфхак, как сделать эффект широких и густых бровей в домашних условиях. Каждая девушка мечтает о красивых бровях и чтобы они смотрелись аккуратно и естественно. Хочешь делать себе брови мечты? Тогда нам понадобится щетка, карандаш для бровей и обычное мыло. С помощью щетки, предварительно смочив ее водой, мы берем немного мыла. Вот таким образом круговых движений нам достаточно. Затем расчесываем брови наверх по направлению роста. Вот таким образом. Смотрите, какая разница произошла с нашими бровями до и после. Осталось нам придать форму с помощью карандаша. Легкими и мягкими движениями проводим, не давим на карандаш. И вуаля, мы видим, что бровь готова. За несколько минут мы сделали такие колоссальные изменения. Смотрим на бровь. Мы видим, что наша правая бровь находится ниже, а левая бровь находится выше. Таким образом, мы добились лифтинг-эффекта. Если вам хочется приятных перемен, а весна как раз пора этих перемен, то вы можете... На этом у меня все. Далее передаю слово моим коллегам Пелагее и Алексею, и они продолжат эфир программы «Санатюн». Всем хорошего